Добрый день. Мы сегодня находимся в одном из самых наших замечательных музейных учреждений. Это музей истории и культуры. Это музей, который мы называем краеведческим. И здесь мы сегодня поговорим с директором этого музея Николаем Дмитриевичем Бугаевым. Николай Дмитриевич, добрый день. Добрый день, Олег Ильич. Скажите, пожалуйста, вот в условиях пандемии какие внесли вы коррективы в график работы музея? Ну, конечно, вот пандемия, она внесла большие изменения в нашу работу. Мы были в марте, 18 марта мы закрылись и начали свою работу только 3 июля. Но это не означает, что наши работники не работали. Они все работали, как и все, мы удаленно. И было время, чтобы им работать еще и над собой, научными своими работами. Ну и вот, в общем, теми интересными работами, которые они проводили. А музей вот для посетителей был закрыт. А теперь, значит, музей у нас работает. У нас есть масочный режим обязательный. Ведется обработка, санитарная обработка. При входе вы, наверное, уже видели, что измеряют температуру. Поэтому есть вот определенный ряд ограничений. И у нас уже 2 санитарных дня по требованиям. У нас был понедельник, всегда санитарный день, и еще один день у нас добавился. Сразу могу сказать, что у нас количество посетителей, оно, конечно, тоже упало. И у нас есть стандарты того, что экскурсии не более 5 человек, аудиогиды у нас запрещены. Есть простые гиды. Получается, у нас есть ограничения. И соблюдаются все меры предосторожности для того, чтобы не было плотности на квадратный метр, скажем так. Николай Дмитриевич, у вас еще ведь есть филиалы в Улусах. Вот как они работают в эти дни тоже именно в условиях ограничений? Филиалы наши тоже работают. Но сейчас у нас по филиалам, конечно, график очень сложный, потому что мы отправили на удаленную работу тех людей, согласно приказу, у которых есть дети до 14 лет, либо дети-инвалиды до 18 лет. Они у нас ушли на удаленную работу. Получается, у нас сейчас работников там 1, 2, 3 где-то. Да? Поэтому, если, не дай бог, там что-то случится, кто-то заболеет, то у нас физически не будет людей, которые мы можем. И придется нам пока тогда закрыться. Но мы сейчас пока работаем. Слава богу, у нас пока те меры, которые мы предохраняемся от ковида, они пока действуют. И поэтому у нас таких заболевших пока в филиалах нет. Головной музей всегда был лидером в исследовании, да, и получается, что в этих условиях вы больше упор делаете именно на исследовательской работе. Да, на исследовательской работе я сам тоже поступил в аспирантуру, культурологию. Сейчас начал, первый семестр у нас идет обучение. В этом году у нас в аспирантуру 2 поступили, со мной еще 1 коллега из Черкесского музея. Многие поступили тоже на 2-е высшее образование. И это по-моему, эта пандемия, кризис — это прекрасное время для того, чтобы заняться самосовершенствованием, скажем так, чтобы самообучением. И работа у нас перенеслась, конечно, в интернет-среду. Здесь, конечно, выявились наши проблемы. Дело в том, что, например, с 2015 года у нас за счет бюджетных средств не было закупок компьютерной техники. Мы в этом году купили, например, за внебюджетные деньги примерно 6 компьютеров. И каждый год будем потихоньку добавлять. Это, конечно, то, что эта пандемия выявила, то, что не только наш музей, но и другие музеи, особенно сельские музеи, они были, у них проблемы и с интернетом, с быстрым подключением, и с хардом, то есть у них нету этих компьютерных, скажем так, компьютеров таких сильных, чтобы показать всю красоту музея и все, что есть. А специалисты у нас, они очень быстро научились. То есть мы думали, что будут проблемы с кадрами, а больше получилось, что проблемы с материально-техническим обеспечением. Хотелось бы сказать спасибо нашим спонсорам. Они
В прошлом году нам тоже помогли, в этом году помогли. Можно их назвать, спонсоры? Да, в этом году у нас, например, мы от компании «Алроса» получили 450 тысяч на весной мы проведем экспедицию по сбору фауны в северные районы, флоры и фауны. Вот. Группа компании «РИК» нам тоже помогла в это время для того, чтобы мы смогли закупить вот эти все материалы, которые против ковида. Магазины «Ростор» тоже помогли, «Хосторга», да. Вот. И в прошлом году у нас мы вот сделали ремонт балагана, капитальный ремонт. Там нам, конечно, тоже здорово помогла вот группа ЗБ. То есть в Балагане это культурные мероприятия проходят, встречи разные, да? Это также будет продолжаться, несмотря на, или будут какие-то ограничения? Нет, вот сейчас у нас ограничения, к сожалению, по Балагану действуют, у нас мероприятия там не проводятся. А до этого мы там проводили действительно мероприятия, и очень много было у нас интересных проектов, но которые сейчас заморожены. Но эти проекты, например, это там рассказы вот интересных историй про Якутию. Егор Спинович Шишигин у нас рассказывал, например, историю про традиционное якутское верование и про, скажем так, необычные случаи, которые с ним случались в жизни. Вот. И молодежь приходила. Там были у нас чтения Олонхо. Очень интересно, когда при камельке прямо треск камелька, и здесь в полутьме вот сразу что-то просыпается внутри тебя, вот этот твой культурный код начинает как-то это влиять, действовать, и очень интересно, и даже не замечаешь, что уже 2-3 часа прошло. Вот мы это вот начинали, но сейчас это пока заморожено, но думаю, что вот сейчас пик спадет, и мы тоже вот начнем это дело. И вот мы вот тоже с вами планировали встречи с писателями, чтобы вот именно чтобы вот наш музей он был местом притяжения интеллигенции и вообще творческих и интересных людей нашей республики. А вот, Николай Дмитриевич, цифровизация экспонатов, вы же это тоже проводите. А вообще сегодня, вот на сегодня, сколько процентов экспонатов они оцифрованы? Оцифровано у нас есть вот государственный каталог Российской Федерации, куда мы должны все наши экспонаты направить до 2025 года. У нас есть такой план. Вот сейчас у нас где-то 35% они уже оцифрованы, то есть они сфотографированы и есть в каталоге. Вот, работа сейчас тоже дальше ведется. Ну, если говорить о цифровизации, мы от аудиогидов будем отказываться, будем делать вот по QR-коду делать. Ну, есть такие у нас вопросы, опять же, вопрос это финансирование, но мы вот такие планы делаем, чтобы каждый человек со смартфоном мог узнать не только то, что написано вот возле экспоната, но и если по QR-коду может узнать больше. И там будут информация не только на русском языке, а на английском и на китайском языке. Это нам предстоит. Вот, и мы вот, ну, сейчас вот как раз вот эта пандемия показала, что именно информационная технология и отдел вот, информатизации у нас должен быть изменен, и его работа и ответственность увеличивается, потому что когда ограничения есть на реальных людей, идут в подсчет уже виртуальных, получается, людей и подписчиков, да. Вот как раз, Николай Дмитриевич, наверное, в завершении о планах. Все-таки вы же строите планы на будущий год, на 2021, то есть экспозиционные, какие будут новые экспозиции планируются? Ну, сейчас у нас идут вот экспозиции, посвященные столетию нашей республики. Это вот каждый район у нас на 1 месяц выставляет у нас выставку, посвященную району, то есть тем достижениям, которые пришел район за эти 100 лет автономии. И у нас уже, ну, сейчас графика мы немножко отбились, потому что из-за вот того, что были закрыты, но сейчас будем уже в 2 залах это делать. Сейчас у нас по графику стоят Амгинский улус и Жатай, поселок Жатай, вот, потом идут другие. Вот. Ну, а если говорить о больших планах, то у нас, конечно, это первый вопрос, это вот сохранение нашего уникального здания. Вот это здание было, вы знаете, оно строилось еще начало строительство в 2013 году, до Первой мировой войны.
до революции, и было закончено в 1924 году. После 1924 года здесь капитального ремонта, вот основательного ремонта не было, были косметические ремонты. Здесь, конечно, вот здание у нас оно ждет ремонта. Мы сейчас работаем совместно вот с правительством для того, чтобы сделать проектно-сметную документацию и, наконец, сделать реставрацию. Реставрация — это, конечно, вопрос очень дорогой. Легче, наверное, построить 3 новых здания, но мы вот именно вот такие здания исторические не должны потерять, поэтому будем здесь работать и насчет федерального финансирования, и насчет республиканского финансирования. Здесь у нас основной вопрос. Вот. Ну и мы должны сделать так, чтобы музей стал местом притяжения. В этом году у нас тоже были планы сделать здесь территорию нашу, сделать интересной территорией, вот именно городским пространством, чтобы люди сюда приходили. У нас уникальная территория, довольно-таки большая территория в самом центре города, где нет ни машин, то есть с детьми можно гулять очень безопасно, скажем так. И здесь у нас есть кое-какие планы, вот, и совместно у нас есть с IT-парком предложение, но об этом еще пока это в планах, поэтому пока сильно не хочу распространяться, чтобы оно потом это заработало, скажем так. Спасибо, Николай Дмитриевич, и пожелал бы я вам успехов, замечательные у вас планы, и чтобы музей всегда был, как говорится, местом притяжения всех горожан, всех гостей столицы. Спасибо. Спасибо большое.